Туризм с национальным колоритом – весьма интересная задумка. Воплотить ее в жизнь решил туристический клуб «Алания». С местом проведения определились быстро, выбор пал на живописное ущелье Цей. По словам председателя организации Руслана Дзодзиева, такие мероприятия помогут сплотиться и лучше узнать культуру этнических сообществ, которые есть в нашей республике. В прошлом году на соревнованиях среди предприятий и организаций у кого-то одного из товарищей такая появилась идея, почему бы не провести между национальным культурным обществом такие соревнования. У нас в республике более 30, и мы обратились к Министерству по делам национальностей, они поддержали нашу инициативу и профинансировали это мероприятие. В мероприятии приняли участие 6 команд: Общественный фонд РИКОМ, Национальное общество Русь, Терское казачье войско, также представители нескольких диаспор – дагестанского, узбекского и таджикского. Осетии попробовал осетинское пиво. Оно ему очень понравилось, и он решил, узнав рецепт, приготовить его в Петербурге. Но местные мастера петербургские, приготовив пиво, приготовили его не так, как хотелось бы. Оно не было такого же вкуса. В первый день организаторы проверяли конкурсантов на знание истории Северной Осетии. На вопросы отвечали в письменной форме, что в какой-то степени усложняло задачу. Ведь нужно было не только точно знать те или иные исторические факты, но и излагать их в интересной форме. Победу в этом конкурсе одержал Общественный фонд РИКОМ. У нас есть опыт, трехлетний опыт проведения Кубка по туризму среди предприятий и организаций, поэтому уже есть что-то наработанное. Следующее состязание в буквальном смысле пришлось по вкусу абсолютно всем. Команды должны были в полевых условиях приготовить национальные блюда. Участники подготовились основательно. Скорее всего, они знали, что гастрономическая битва здесь точно развернется, и привезли с собой все необходимые ингредиенты. В течение 2 часов все старательно резали, жарили и варили. Умение вкусно готовить может пригодиться и в горах. Свежий воздух и красивая природа отлично стимулируют аппетит. Главное все сделать по рецепту и не пересолить. Первыми справились с заданием представители Национального общества «Русь». Их кулинарная композиция состояла из нескольких традиционных блюд. Успеть им помогла слаженная командная работа. Сегодня мы подготовили салат, котлеты, вегетарианские котлеты из нута с зеленью, с приправами, с пророщенным нутом. Испекли домашний хлеб на домашней закваске и приготовили русский квас, традиционный на меду, овсяный. Вкусный плов – именно то, что нужно для хорошего настроения, уверяют представители узбекской диаспоры. И с ними сложно не согласиться. Пока конкурсанты готовили, аромат блюда разносился по всему Цейскому ущелью. Команда узбекского общества приготовила свое традиционное блюдо за пару часов и угостила как участников, так и гостей. Правда, ребята попросили соблюдать все кулинарные каноны и есть плов исключительно руками. Но все по привычке ели вилкой. К блюду подали свежезаваренный зеленый чай. Не просто так, конечно. Как нам объяснили, напиток нужно пить перед едой, чтобы она лучше усваивалась. Ингредиенты мы привезли с собой, то, что необходимо. Слава богу, в Осетии это продается. И рис, и мясо, и морковку. Вот. И даже среднеазиатский нут мы нашли и привезли, приготовили. Главное что? Главное желание сделать плов, желание угостить друзей, вокруг которые вас окружают. Несмотря на конкуренцию, команды все равно помогали друг другу. Так, участники из таджикского общества забыли некоторые продукты, и узбеки любезно с ними поделились. Как говорится, конкурс конкурсом, а дружбу никто не отменял. Да, они забыли взять с собой часть ингредиентов, и мы с ними поделились с большим удовольствием. Самым сложным блюдом из всех представленных был дагестанский хинкал. Мясо нужно варить долго, да и тонкостей столько, что в суете можно что-то и упустить. Мы готовились всей командой, проходили тренировки, долго думали над тем, что приготовить, в итоге решили. Терское казачье войско решили спеть одну из традиционных песен, сопровождая ее танцами с саблями. Это зрелище впечатлило всех. Затем участники решили сделать несколько фото на память, конечно же, для соцсетей.
Торжественное открытие как зеленый свет для участников. Теперь они сосредоточены и устремлены к победе. Несмотря на это, многие стараются сохранить дружеские отношения. Ни один туристский сбор не обходится без песен. Организаторы подготовили для участников уютную сцену. Открыл мероприятие племянник Петра Барбашова Юрий. Он сыграл на весьма экзотическом инструменте – варгане. Столь чарующие звуки помогли настроиться на нужную волну каждой команде. Соревновательный дух гармонично сочетался с дружеским настроем. Для большей атмосферности туристы переоделись в национальные костюмы. Такой красочный образ поразил и судей, и гостей мероприятия. Внешний вид заслуживал отдельных баллов. Петь на родном языке было не обязательно. Главное, чтобы композиция была исполнена от души и смогла передать самобытность народа. А вот Шухрат Ураков решил подарить всем гостям и участникам национальный танец. Для этого он переоделся в традиционную узбекскую одежду. Туристы умеют преодолевать не только препятствия, некоторые из них также хорошо поют. В конкурсе национальной туристской песни каждая команда хочет доказать, что именно она достойна первого места. После этого участники решили развести костер и пообщаться в неформальной обстановке. Но и тут не обошлось без песен. Никто не остался равнодушным к военной тематике. Первый день допоздна задерживаться никто не стал, ведь второй день соревнований обещал быть не менее интересным, а значит, нужно было как следует набраться сил. На второй день участников ждала полоса препятствий. Перед стартом ребятам провели обязательный инструктаж. Каждому выдали нужное снаряжение и показали, как им пользоваться. Пока одни внимательно слушали, другие разминались. Это помогало справиться с волнением, ведь для многих полоса препятствий стала дебютной. Главным видом у нас является техника пешеходного туризма. Туда входит 7 этапов. Это первый этап – спуск по склону. Второй этап у нас идет навесная переправа с сопровождением, подъем по склону, траверс, бревно. И 2 последних этапа около финиша – это параллельные перила и маятниковая переправа вертикальная. Наиболее сложной дисциплиной в полосе являлась переправа через реку. В целях безопасности рядом с ребятами постоянно находились спасатели. Они всегда были начеку. Сложностей много, но азарта было не меньше. При нарушении правил с команд снимаются баллы, так что каждый был максимально сконцентрирован. Главное не торопиться и не терять самостраховку. Отметим, что перед соревнованиями ребята тренировались во Дворце культуры металлургов, рядом с лесополосой. Эта мини-репетиция помогла им лучше справиться с поставленными задачами. Всем командам говорил, что чем меньше у них будет штрафов, тем выше будет их результат. То есть они приблизительно показывают одинаковое время, и по количеству штрафов, скорее всего, будут определяться команды победителей. Торопиться тоже не стоит, есть риск упасть и получить травмы. Организаторы предусмотрели и это. Рядом с полосой расположился фельдшерский корпус. Техника туризма требует строгого соблюдения правил. От этого зависит безопасность участников. Жюри стараются оценивать этот вид дисциплины строго, но максимально справедливо. После заключительного конкурса судьи удалились для подсчета баллов. Первое общекомандное место получил общественный фонд «Реком». По словам победителей, соревнования сплотили их. Совместное преодолевание трудностей сближает людей. В следующем году они планируют еще раз вернуться сюда и опять доказать свое лидерство. Мы очень счастливы. Я уверена, что команда довольна результатом. Мы старались, мы искренне надеялись на победу. Достойные были соперники. Команда Узбекского национального общества заняла второе место в общекомандном и песенном конкурсе. Участники не скрывали свою радость от проделанной работы и полученных результатов. Хотелось уведомить людей, в каких нарядах ходят у меня на родине, в праздники и повседневно. Такие мероприятия сближают людей разных возрастов, сфер деятельности и взглядов. Новые знакомства и полученные знания о культуре других народов расширяют кругозор и формируют личность. А туристические навыки непременно помогут любителям активного образа жизни. Элла Бибилова, Игорь Войцеховский, Георгий Федаров, Азамат Галуаев, телекомпания «Осетия».